Добрый день, дорогие друзья. Значит, немножко я тему расширю, начну с подпольщиков. Значит, вопрос наш актуальный достаточно в том, что после 2020 года наше государство стало обращать внимание на фальсификации истории Великой Отечественной войны, на то, как у нас происходит изложение вот этих материалов. У нас Великая Отечественная война подвергается фальсификациям по всем направлениям, начиная от замены термина Великая Отечественная война на Вторую мировую войну и так далее по списку. Значит, одним из направлений фальсификации это умаление коллективного подвига советского народа. То есть Великая Отечественная война показала наглядно все преимущества социалистического строя, показала, как поднялся весь народ на защиту социалистического отечества, и при этом все наши люди массово проявляли, как говорится, героизм, был советского народа стал массовым, и война приобрела всенародный характер. Именно вот эти вот факты, они подвергаются, также подвергаются фальсификации. И я вот рассмотрю вот именно этот маленький момент о том, как это все происходит. Значит, обычно у нас в наших книгах, учебниках стали чаще появляться индивидуальные подвиги каждого героя в отдельности. При этом наглядным примером вот этого демонстрации является действие института Яд Вашем. Вот, к примеру, у нас в Минске существовало гетто. Это было самое большое гетто в Беларуси. В нем содержалось порядка 120 тысяч людей, то есть точное количество неизвестно, потому что туда подвозили, но люди сходятся к тому, что ориентировочно там было 120 тысяч человек. Из них минимум 105 тысяч было уничтожено. И по различным данным приходят к выводу, что порядка около 10 тысяч людей было спасено. Значит, режим во время немецкой оккупации был создан с таким расчетом, чтобы никто из местных жителей не пытался даже помогать евреям спасаться. Если находили евреев в семье, в доме уничтожали всю семью. Если это была деревня, то могли уничтожить и всю деревню. Сам режим и патрулирование, и охраны города Минска, а город Минск весь был оцеплен, то есть там была охрана, то есть весь режим, который был создан, он исключал всякую возможность индивидуально покинуть гетто вот этим евреям. Соответственно, спасти их могло только организованное коммунистическое подполье, которое было создано в Минске, разветвленная сеть подпольных организаций. И один из первых, кто создавал это подполье, был Исай Казинец, и именно для спасения евреев он фактически начал с этой борьбы. И вот получается подпольный горком партии первого состава, который разгромили в марте-апреле месяце, потом подпольный обком второго состава, который разгромили немцы в сентябре-октябре месяце 1942 года. Вот они фактически занимались вот этим массовым спасением евреев. Исходя из спасенных евреев было организовано достаточно большое количество партизанских отрядов, то есть вообще выведены из лагерей и гетто было там 6 или 7 отрядов сформированы частично, из них большим количеством еврейского населения были отряды Пархоменко, 25 лет в СССР и имени Чкалова. Там наибольшее количество евреев было. Но не все евреи были способны воевать с оружием в руках против немецких оккупантов, потому что из гетто выводили и детей, и стариков, и женщин. Поэтому теперь передвигаемся чуть выше Минска уже и рассматриваем партизанские отряды. Значит, был такой отряд Осташенко, это Вилейская область была, и вот эту Вилейскую область из Минского гетто были переведены в марте месяце 3 группы. Они там по 10, по 15 человек было, и в итоге уже к середине марта месяца 1942 года в отряде Осташенко было около 40 евреев из Минского гетто.
Но поскольку они не очень, как бы, умели воевать, поэтому Осташонок, не мудрствуя лукаво, собирает все боеспособный личный состав своего отряда, берет оружие и идет на боевую операцию, а в свой лагерь после этого не возвращается. И вот эта группа евреев, порядка 40 человек, она остается. В этой группе был подпольщик Николай Яковлевич Киселев, который вот недавно был снят фильм «Праведник» по этому подпольщику. И вот он буквально вот в это время, когда прошел партизанский отряд, потому что он организовал подполье в местечке Илья, и когда ему угрожали уже арестом, вот он убежал буквально там его вовремя предупредили. И вот Киселев стал, как говорится, охранять вот этих евреев. А Осташонок оставил им 2 лошадей и там мешок, по-моему, зерна. Потому что с марта месяца по май это все было съедено, 2 лошади. Рядышком был отряд Воронянского, «Мститель» назывался. Так вот, после того, когда стало понятно, что они уже не выживут, они пошли в отряд «Мститель» и вошли туда в составе 3-го взвода его отряда. Вот этот фактически еврейский отряд. И, соответственно, Киселев, поскольку он был старший политрук, он, соответственно, возглавил, стал командиром вот этого взвода. Далее. В наших краях в марте 1942 года на лыжах перешла линию фронта группа имени Лаврентия Павловича Берия под командованием Вовшасова. Вот этот Вовшасов, его же псевдоним партизанский Градов, он стал создавать отряды, объединять разрозненные отряды в единый кулак. И он объединил более 1,5 десятков отрядов, и, исходя из тех объединенных групп, которые были, он создал военный совет партизанского движения. То есть военный совет партизанских отрядов. Да, военный совет партизанских отрядов. И вот он был председателем этого военного совета, а командир отряда «Мститель» был его заместителем Воронянский, который фамилия была, вот он его заместителем. Что происходит дальше? Когда Киселев вошел в отряд «Мститель», его вызывают на военный совет и предлагают собрать всех евреев по окрестным лесам. По предварительным данным партизан, там было порядка 1500 евреев. Они, кажется, люди были голодные, поэтому приходилось, откровенно говоря, грабить местное население. У местного населения было очень плохое, кажется, отношение к ним, и, соответственно, их нужно было вывести. И вот Киселев собирает партизанский отряд, формирует партизанский отряд, который называл «Победа», и собирает порядка 270 человек, даже больше 270, и этим отрядом «Победа» выводит за линию фронта. И вот фильм, который «Праведник», там показывает, что вот он типа один взял этих людей и вывел, то есть ему 5 человек помощь дали Киселеву, и вот он их выводит. Значит, когда вывели за линию фронта через Сурожские ворота вот этих евреев, отряд «Победа» был расформирован. Это, кажется, для Киселева был удар, потому что это его, кажется, детище было. Но это было не единственное. То есть вот то, что был отряд, именно что это был отряд, и то, что были докладные, все это очень много документов сохранилось. То есть он вывел 218 евреев, плюс в его отряде тоже были евреи. И в итоге получается, что вот эти 274 человека, которые вышли, с минимальными потерями были, они фактически все вышли за линию фронта. Далее, по проторенному пути, далее отряд «Мститель» формирует следующую группу выхода за линию фронта. Наша группа насчитывала 87 человек, часть было тех, которые не смогли выйти вместе с Киселевым, потому что там был бой. И вот их собирают и выводит Иван Степанович Латышев, капитан, он вывел их в октябре месяце 1942 года за линию фронта. Следующий сход был уже не с отрядом «Мститель», уже диверсионная группа Мироненко. Вот он докладывает, что выделил одного человека, Очиновича, который вывел 250 человек.
за линию фронта, и преимущественно евреев. Ну и последнее было, когда в Куренецком гетто организовали побег. Побег там организовали около 400 человек евреев перед самой акцией. И вот эти вот из 400 евреев собрали порядка 300 и их вывели потом за линию фронта. Ну а теперь, кажется, самый основной момент. Значит, мы пропускаем. Значит, я издал книгу по этой теме, ну там была глава моей книги, и спустя где-то месяца 4-5 издает книгу Инна Герасимова. Это очень известный в еврейских кругах историк, который занимается движением историей и еврейского, как говорится, и Холокоста, и всех этих вопросов занимается. Я по просьбе, ее просьбе перебрасывал в электронном виде свой материал, то есть не знать о том, что были куча групп вот этих вот, не знать о том, что выводил отряд «Победа» людей, а не сам Киселев лично, она не могла. То есть она ознакомилась с моими материалами где-то за 4 месяца до издания книги. И что она пишет в самом начале книги, буквально в вступлении? Она пишет: ни руководство страны, ни руководство партизанского движения, ни местное население даже не пытались помочь спастись от неминуемой гибели тем, кого нацисты уничтожали только за их происхождение, за то, что они родились евреями. То есть мы видим, она умышленно, целенаправленно, то есть институт Яд Вашем со своей стороны игнорирует коллективный подвиг партизан, подпольщиков по спасению евреев. Дальше это все забывается, что они вообще были такие, что они спасали. Вместо них выходят на арену индивидуальные праведники народов мира, допустим, в лице Киселева. Не вместо того, что коллективный праведник, отряд «Победа» был, она выдвигает его одного. Остальные выводы, которые были, это только с одного куста, с одного Белецкого района. Вот было 4, то, что я смог найти, не говоря уже про другие районы. Она их просто игнорирует и делает вывод, что ни партизаны, ни руководство страны этим делом не занималось. Поскольку у нас руководящая и направляющая роль раньше была коммунистическая партия Советского Союза, значит, автоматически сюда же можно приплюсовать, что коммунистическая партия тоже этим делом не занималась. Ну, а как вы знаете, есть такое понятие, как преступное попустительство или неоказание помощи людям. То есть фактически Инна Герасимова подводит черту к тому, что в равной степени Советский Союз своим бездействием виноват в уничтожении евреев, точно так же, как и нацистская Германия. Вот так путем игнорирования коллективного подвига советского народа подводится под то, что пересматриваются итоги Великой Отечественной войны и выходят к абсурдным выводам. И я так понимаю, что сейчас в этом направлении до сих пор продолжают сайты работать, до сих пор продолжаются всякие публикации. Вот так вот идет фальсификация нашей истории. Не знаю, как тут у вас в России, ну даже хотя бы маленький момент, вот надпись «Движение года Второй мировой войны» у нас уже такого не пропустили. Потому что у нас бы написали Великой Отечественной войны, но никак не второй. Потому что это, как говорится, системная фальсификация, которая открывает многослойные фальсификации, начиная от Дня Победы. То есть Европа уже не празднует День Победы, а празднует 8 мая, День скорби и памяти примирения. Александр Степанович, спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо.